Гей-браки — это традиционные ценности. Белорусы, котики, Минск толерантные. Кто виноваты? Ну, геи, понятно. Там вопросы. Цыгане, евреи, когда хачи темнокожие и разных цветов вообще, и каких только нет. Ну, конечно, мы там все это побесились трошки, ну, их там положили, да. Ксенофоб, гомофоб, расист, Глеб Семенов. Я стану сегодня испытанием для вашей толерантности. Я гетеросексуал, дайте мне мой гей-клуб-то. Я боюсь людей из арабских стран. Входим в тройку расистов Европы. Ты не ксенофоб? Ну, наверное, ксенофоб. Я не расист, моя жена лесбиянка, да. Какие мы вывитов-то? Мы так... Ну, лесбиянки. Вот что это за херня? Мои карьерные пути могли быть и либо охранником на МАС-сырзаводе, либо как бы спиться. Вот это леденящая кровь история. Белорусы-котики? Белорусы — это исчадие ада, там какие-то антисемиты. Ну что это за когда? Я фолк-теории, что белорусы котики. Если глянуть на цифры, то человек получил удовольствие, ты получил удовольствие, что он получил удовольствие, и сам получил удовольствие. И это как бы... Потом ты заражаешься этим. Ой, да. Да. Белорусы-котики. Мы самые добрые, самые милые, самые красивые. Мы всех любим. Молодцы, белорусы. Мы котики. Но нифига. Мы занимаем, например, 3-е место в Европе по расизму. Поэтому, ну, я думаю, не совсем мы котики. Та же история у нас с гомофобией, та же с ксенофобией. Да у нас фобий, оказывается, до хрена. Просто мы привыкли думать о себе лучше, чем мы являемся на самом деле. А если всегда так думать, то лучше не станешь. Поэтому надо трезво себя оценить. И с сегодняшними гостями я поговорю о том, какие мы фобы. Придется перетереть эту тему, потому что иначе мы лучше не станем. Мы готовим теплый салат из цукини и спаржи с крылышками в медово-кунжутной заправке. Это крылышки как бы гриль, но мы не жарим его на улице, поэтому мы воспользуемся духовым шкафом. 8 столовых ложек гранатовой патоки, 2 столовые ложки меда, 2 столовые ложки лимонного сока, 2 столовые ложки оливкового масла, 1 чайная ложка молотого тмина, 2 чайных ложки хлопьев чили и соль, кунжут. Соединяем эти ингредиенты вот в такую специю, хорошо перемешиваем. Потом все соединяем вместе и маринуем куриные крылышки и кладем их в холодильник, например, вечером, чтобы на следующий день ими воспользоваться. Мои мариновались всю ночь. Сейчас поэтому я сразу возьму противень и выложу их на противень. Но я вам все-таки порекомендовал бы этот рецепт для гриля. Когда вы будете дома или у родителей где-нибудь в деревне, вы можете это сделать или на берегу Минского моря, на 5-м пляже, где всегда проходил день рождения Владимира Цислера. Вы можете там сделать это на гриле. Но гриля у нас в кухне, к сожалению, нет, поэтому я попробовал, сделал это в духовке, и это великолепно. Поэтому я сразу сейчас ставлю это в духовку и оставляю часть соуса для того, чтобы, когда переверну их, обмазать еще раз эти крылышки. Духовка у меня заранее разогревается, она стоит на 200 градусах, я понижу, наверное, до 180, и пусть они готовятся. Это теплый салат. 2 главных ингредиента: цукини и спаржа. У спаржи мы отрезаем твердую часть. Я старался бы делать это экономно, потому что спаржа все-таки такой специфический продукт. Так вот, про спаржу. 5 лет назад она появилась, наконец, у нас.
в Беларуси. Знаете, где я впервые увидел спаржу? Я увидел ее на картинке в книге, которая называлась «Книга о вкусной и здоровой пище». Это такое знаменитое сталинское издание. Такая книга была в каждом доме, и в каждом доме была картинка в этой книге, на которой была спаржа. Никто никогда не пробовал ее на вкус, но все верили, что это вкусно и полезно. Об этом нам писали, но никто о ней ничего не знал. Итак, я включаю плиту, наливаю оливковое масло, режу спаржу на вот такие где-то по сантиметру величиной сегменты. Конечно, я больше любитель готовить спаржу целиком, но вот этот рецепт требует такого подхода. Еще мы смазываем растительным маслом или оливковым маслом, смазываем цукини. Но мы их разрежем просто пополам, хотя их можно даже использовать. Готовить, если у вас большой противень или на гриле, то вы можете вообще готовить их целиком, такими пластами, где-то в полсантиметра толщиной. Но мы их разрежем на сковородке, так готовить удобнее. Итак, я забрасываю спаржу на сковородку. Готовим мы ее очень быстро, буквально 3 минуты. Масла не так много, чтобы не тонула в масле спаржа, а чтобы она такая могла сохранить свою текстуру, чтобы не становилась слишком жирной. В ней должна оставаться вот эта овощная свежесть. Температуру можно сделать поменьше. Пока я разрежу, наверное, на 3 части разрежу наш цукини. Придется еще их разрезать перед подачей, поэтому я могу, в принципе, сразу разрезать и помельче. Можно сделать сразу помельче и сразу же потом так салат и укладывать. Если чувствуете, что спаржа суховата, можете немножко добавить растительного масла. Если добавляю соль, то добавляю ее совсем немного. Потому что у нас к этому салату будет своя заправка, в которую пойдет и соль, и перец, и другие специи. Поэтому я сильно не солю это блюдо. Когда я положу обжаривать цукини, я сделаю соус для салата. Он несложный и тоже, вот если говорить об ингредиентах, то это в принципе все ингредиенты, которые вы можете найти у себя на грядках, приусадебных участках, на рынке, у бабушек. Бабушки же выращивают спаржу, белорусские бабушки. Хотя, знаете, шутка, я помню, что первое, когда еще в Беларуси не продавался руккола, салат, моя мама уже выращивала его у себя на грядке. Пока в Беларуси умирало 82 человека от этилового спирта, в Амстердаме молодой человек, выкуривший сигарету с марихуаной, долго смотрел на грядку с морковью. Это был анонс нашей следующей программы о легализации легких наркотиков. Я пробую спаржу. Чуть-чуть еще, совсем чуть-чуть, и она станет идеальной. Знаете, нельзя никогда пережаривать овощи, особенно когда вы готовите их в сезон, потому что овощи должны оставаться хрустящими, и это сохраняет в них больше витаминов. В принципе, это вкусно, и это дает текстуру, которая запоминается. Спаржа готова, и я выкладываю ее вот сюда, где мы будем формировать наш салат. Я так распределяю ее, чтобы она остыла, потому что это салат не горячий, это салат теплый. Сейчас я выложу цукини, снова добавляю растительного масла, выкладываю цукини.
который мы тоже не будем доводить особо до такого мягкого состояния, потому что тоже полезный овощ и может оставаться в таком хрустящем состоянии. Где-то минут 6 надо жарить цукини, она пожарится с одной стороны, потом мы перевернем на другую. Пока у нас эти минуты будут отсчитываться, я сделаю соус и надеюсь, что когда я закончу делать соус, уже у меня придет мой первый гость. Итак, берем 3 зубчика чеснока и измельчаем. Кто-то из вас не любит резать или не имеет такого навыка, но на самом деле, если вы воспользуетесь чеснокодавкой, это тоже возможно. Я предпочитаю пользоваться ножом. Мы мелко порезали 3 зубчика чеснока. Они пошли сюда. Туда мы натираем чайную ложку цедры лимона. Не переусердствуйте, чтобы не было такой откровенной горечи. Цедра дает приятную горечь, но все-таки лучше это делать, чтобы она была такой деликатной, не слишком агрессивной. Добавляем туда 3 ложки мяты, 3 ложки петрушки. Я, наверное, хочу добавить немножко больше лимонного сока, потому что у нас его здесь мало. Мне кажется, что стоит добавить чуть больше его. Это 2 чайных ложки. Добавляем сюда. Перемешиваем. И оливковое масло. 1, 2, 3. Четверть чайной ложки хлопьев чили. Цукини все в порядке, можем добавить чуть-чуть температуру. Смотрим, если больше чуть масса зелени, то можем оливкового масла немножко добавить, чтобы такая была консистенция чуть-чуть жиже. Цукини тем временем уже готов. Я его, чтобы сейчас не добавлять сразу к спарже, я его выложу на отдельную тарелку, чтобы цукини остывал. Перец, соль, еще чуть-чуть масла. Наша заправка для соуса готова. Вот представьте себе. Вот. Понимаете, о чем я? Вот это те, кто подписан на наш канал. А это те, кто смотрит наши программы. Подпишитесь на канал. Колокольчик можете нажимать, не нажимать, но он вас предупредит о том, что я вам расскажу что-то очень важное. А особенно мои гости. Поэтому ешьте морковь, подписывайтесь на канал. Будете живы и здоровы. Это фундук, который расколот пополам и обжарен. Он пойдет сверху для украшения салата и для придания ему такой текстуры хрустящей. Это у нас сейчас мы перевернем крылышки и обмажем их еще раз соусом. Так, я переворачиваю крылышки, поливаю их соусом. Я добавил, по ходу дела, я добавил чуть-чуть больше меда. Потому что мне показалось, что если вторая сторона будет чуть-чуть слаще, то это может дать такой хороший очень эффект. Когда к пикантности добавится такой чуть больше сладости. И я оставлю чуть-чуть этого соуса, чтобы когда я перед самой подачей еще раз переверну крылышки, я добавлю. Сейчас я поставлю курицу в духовку, чтобы она продолжала готовиться. И хочу вам донести несколько интересных цифр о белорусах.
что говорит нам социология? Более 60% белорусов отрицательно относятся к однополым отношениям. Более 80% против однополых браков. 47% одобряют применение смертной казни. Больше 50% отрицательно относятся к child-free. Почти 80% отрицательно к легализации легких наркотиков. Мы входим в тройку расистов Европы. По другому исследованию на вопрос, готовы ли вы принять в свою семью мусульманина или еврея, только 16% белорусов были готовы принять мусульман, видимо, это были сами белорусские мусульмане, и 41% евреев. То есть, если глянуть на цифры, то все очень печально. То есть получается, что вроде как мы ни в какой сфере, 47%, то есть половина населения говорит, да нормально расстреливать, что там. Или там против однополых браков, ну, конечно, 80% у нас таких. Вам чего эти браки? По уровню ксенофобии самыми далекими, самыми чужими мы считаем представителей сексуальных меньшинств. Это те, кто виноваты в наших проблемах? Не знаю, пока я лучше буду готовить соус. К слову сказать, у нас выходцы из арабских государств, они тоже приблизительно вот в тех же цифрах, в диапазоне том же находятся. Я не хочу больше продолжать сам, я хочу, чтобы кто-то разделил со мной ответственность за эти цифры, поэтому я хочу пригласить сюда своего первого гостя. Человек, за творчеством которого я давно слежу, который, наверное, не даст мне тут спуску, он человек настырный, наглый, хамоватый, надеюсь, что не сильный фоб. Да какой он фоб? Ксенофоб, гомофоб, расист. В общем, Глеб Семенов. Вы так меня объявили, ты меня так объявил, Коля, что люди, может быть, рассчитывали видеть здесь Вадима Прокопьева, а здесь всего лишь я. Я стану сегодня испытанием для вашей толерантности, друзья. Давай сразу расскажи, какой ты фоб. Я фоб теории, что белорусы котики. И, кстати, между прочим, очень хотел вам респектнуть за вот ровно такое начало этого шоу, потому что мне кажется, что эта идея достаточно опасная. Опасная не в том смысле, что белорусы это исчадие ада, там какие-то антисемиты и все остальное. Мне кажется, она опасная с той точки зрения, что когда ты человеку из всех утюгов внушаешь, а я помню, я заметил в медиа, началась вот такая линия, где со всех щелей тебе начали говорить, что ты котик, но просто когда ты убеждаешь человека в том, что он котик, потом указать его внимание на его ошибки очень сложно. Вот ощущение, что мы хотим переложить всю ответственность вот значит, кто виноваты? Ну, геи, понятно, там вопросы нет, они во всем виноваты, да. У меня, кстати, вот с этим связан один вопрос. Я бы хотел посмотреть на ребенка, который увидел гея и заразился. Этому ребенку нужно просто показать снова картинку гетеросексуальной пары, и он расколдуется, брат. Если это так работает. То есть мы только раз расколдовываем, да? Дальше там, геи, понятно, виноваты. Еще виноваты цыгане, евреи, как это, хачи. Хачи, как бы, это прям щадие. Причем туда же все попадают. Там же и дагестанцы, и арабы. Даже мы с вами, Николай. Нет, почему? Почему в моих проблемах заработной платы виноват какой-то гей? Я не понимаю. Слушай, вряд ли это уж какое-то совсем такое сумасшествие там увязывать. А скорее это демографическую ситуацию в стране, как правило, увязываются. Слушай, разводов больше, чем сохраненных браков. То есть 50% с лишним разводов. Это что? Это получается, что это... Ну, это вот такая, типа, знаешь, одна пара зашла в ЗАГС, такое, вторым такие, вы идите уже. Каждая вторая пара идет домой. И оставили только хороших. Институт брака, он же, в принципе, мне кажется, как-то уже свой так отживает потихонечку. Ты не ксенофоб? Наверное, я ксенофоб тоже в каком-то смысле. То есть я, как это, знаете, так прям вот эти английские крылья надевать, сказать, что я вот человек вообще вот лишенный всего вот этого земного. Вообще никогда не бываю ксенофобом. Ну вот я тебе могу сказать, что я не расист, в абсолюте не расист. И расистом не был никогда. Я сама нет, но моя жена лесбиянка. Да. Но для меня, как бы я вот с детства, то есть жил в музыкальной среде, да, и для меня темнокожие музыканты это были офигенные люди. И очень многие друзья, американцы, которые у меня темнокожие, и разных цветов, вообще, каких только нет. И поэтому я всегда такой, типа, там, когда кто-то говорил, там, ты расист, я такой...
Что? Это то же самое с геями. Ну, когда у тебя их вокруг... У нас в театре одно время было там 7 или 8 человек разных, лесбиянки, геи и так далее. Я вообще не думал о том, кто они. То есть Что они же как их бы... тянет так в театр, как вы думаете, Николай? Свобода высказывания. Свобода высказывания и желание реализовать себя, не чувствуя давления. И особенно если эта среда комфортная, если это люди, которые не спрашивают у тебя там, кто ты, с кем ты спишь, там это всем начать, то эти люди спокойно работают, и они офигенно реализовываются. И у меня вот и ощущение, что если я руковожу государством, ну почему мне не создать такую же атмосферу, как в театре, создать во всей стране, да? Чтобы народ, пахал, получал свои деньги, платил мне огромные налоги, а я бы жил припеваючи. Все. Видимо, не в этом ваша цель. Цель того человека, которого вы сейчас описываете. Были в гостях у меня, допустим, там Габриэль или... Аланов. Да даже Халатрян, который как бы не темнокожий, да, и он тоже говорит, расизм вот так вот. То есть, а она говорит, в тюрьме это просто было там все эти вот это черножопое там и так далее, это все просто сплошняком. И ты думаешь, ну белорусы вообще, это же не их лексикон даже, это же не очень похоже, да, то есть, как бы, ну, странно, какая-то дичь какая-то, да, такая, у меня ощущение, что такое с Востока привнесено. Может быть. Я просто вижу в этом какие-то предпосылки, вижу, примерно понимаю, почему так может происходить, и у меня как-то нет злости в отношении... То есть, условно, например, мы сейчас с моим коллегой Ваней Брусом делаем шоу, обсуждаем на Ютубе, кстати, подписывайтесь, очень рекомендуем, это хорошее... Да, реально хорошее шоу. Спасибо. И мы дублируем этот контент в ТикТок, и вот, например, на Ютубе, если открывать комментарии, то можно подумать, что мы тонем в любви. И это отчасти правда. Но когда мы дублируем какие-то нарезки нашего шоу в ТикТок, там мы получаем абсолютно разные комментарии. Например, там были люди, которые там желали мне раком заболеть, условно. И мне абсолютно плевать, потому что я вижу вижу в этом сообщении болезнь конкретно того человека, который оставляет мне такой комментарий. И это не оставляет мне никакого другого чувства, кроме как сострадания. Ну, что у тебя такое понимание, потому что ты как бы повзрослел, твоими чувствами ты повзрослел. А для многих это вызывает... Я призываю тех, для кого это еще остро, пытаться видеть, я не знаю, человека, который проявляет агрессию в ваш адрес, обычного человека со своими проблемами и со своими мотивациями. Ты какой фоб? Что еще раз? Какой ты фоб? Я какой фоб? Не знаю. Гетерофоб. Еще лукофоб, в смысле репчатого лука, да? Я не знаю, мне кажется, что... Ну, то есть, понимаете, как бы в себе это сложно вот так вот расковыривать, особенно когда нет какого-то прецедента или триггера. Мне кажется, не хотелось бы это называть какими-то фобиями, наоборот, стараюсь от этого уйти, и если вдруг вы меня поймаете на какой-то фобии и подсветите, то это будет хорошо. А так вообще, мне кажется... Хорошо. Я боюсь, мне кажется, я боюсь людей, которые считают себя простыми. Вот объявляют себя простыми людьми, и как бы, и хоть трава, блядь, не расти. Вот таких людей ужасно боюсь. Ты сам из Речицы, по-моему, нет? Ну да. Из Речицы. Ага. Какие более фобные города, маленькие или большие? Ну, очевидно, маленькие, конечно. Из маленьких многие, кто там сталкивается с дискриминацией, например, стремится уехать в большие, просто потому что там гораздо большая территория, внимание рассеяно. Ну, в целом, типа, люди как-то приближены к цивилизации. Там цивилизация ощущается гораздо сильнее. У меня был приятель, там я когда еще занимаюсь изобразительным искусством, и я очень дружил с человеком, который в новинках возглавлял одно из отделений психиатрической больницы. И там это связано было тоже с художниками и прочее. И он меня водил по новинкам, показывал мне это самое. И мы зашли в женское отделение. И он мне сказал, вот видишь, вот одна женщина, вот вторая. Вот, и он показал там 5 женщин. Говорит, знаешь, чем они объединены? Это какие-то женщины, вот прям женщины из какой-то провинциальной, такие женщины, в каких-то халатах. Я говорю, я не понимаю, что. Он сказал, это женщины, которые лесбиянки из провинции, у которых поехала крыша на том, что они не могли реализоваться сексуально. Сексуально. И это не один человек, и не 2, и не 3, да. То есть провинция настолько их прибивала, что они себе не могли это допустить, и вплоть до помешательства. Интересно. И меня это тогда просто, я даже... А это было очень давно, это типа там 20 с лишним лет назад.
И это ты понимаешь, что... Слушай, мне кажется, что, наверное, за 20 лет мир все-таки изменился, и сейчас, Да. хотя, ну, возможно, такие истории происходят, но, наверное, сейчас как-то это реже, потому что, слушайте, да, ну, вот говорить, что они сексуально не реализовались, мне кажется, в 2024 году найти себе, простите, сексуальные утехи, Максим не даст соврать, в интернете не так уж и сложно, правда. Ну, а если ты Любой живешь в вкус. деревне, ты представь Ну, себе. придется купить билет в Минск, блин, слушайте. Это нужно для начала осознать, что это можно сделать. Знаешь, как потопаешь, так и полопаешь потом. Ну, тебе надо своего осознать. счастья, А Минск Николай. толерантный? Минск, ну он тоже разный, слушайте, ну вот так вот прямо, вот мы сначала, знаете, мажем вот такими широкими мазками, Беларусь, блядь, котики, Минск толерантный, а потом встречаем какого-нибудь нетолерантного человека, и вот наша картина Да. трещит по швам, что там получается, и вот начинается какая-то другая крайность, ну ужасная, понимаете, Например, однажды а мы мы... просто нормально. Я жил еще когда в Минске, и это было тоже очень давно, и мы шли втроем, я, еще один наш приятель, и Игорь Забара, такой театральный режиссер, сейчас в Украине живет, и мы все трое были волосатые, то есть еще длиннее, чем у тебя, то есть это с таким хвостом. Ну волосы, слушайте, в Минске волосы это прям реально какой-то триггер, блядь. Я не понимаю, и мы просто шли втроем, и сзади два чувака. И один из них такой схватил мою, причем он выбрал из нас самого здорового, схватил за волосы и сказал сзади. И сказал, волосатые проходу не дают. Что он его сзади схватил, сказал, волосатые проходу не дают. Ну, конечно, мы там все это поместились трошки, ну, их там положили, но я такой, что происходит? Он подбегает человек сзади, хватает тебе. Не, ну волосы на людей как-то действуют реально необычным образом, потому что... Тебе не прилетало за внешний вид? Не то, что прилетало, в смысле, вот мы стояли, как ты помню, в очереди в Украине, покупать, по-моему, симку Киевстар, и я, значит, чувствую, что что-то у меня с головой происходит, типа не могу понять. Значит, стоит сзади мужчина и просто дергает меня вот так вот, понимаете, за это. И вот, как бы это, он, естественно, вероломно нарушает все мои игры. Ну, то есть вы представляете вообще? Он тебе Но сказал, он вы не с меня этим- ждете. Он по-доброму совершенно одновременно с этим. То есть мне даже не больно было, он просто хотел подергать мои волосы, поэтому не знаю. Ну, слушайте, Минск вот толерантный, а потом вот раз там несколько лет происходит такой случай, как, допустим, убийство Миши Пищевского. Или нападение на Колю Куприча, вы, наверное, тоже про это помните, в 2019 году. Ну, то есть, как бы, у нас случай, а это, слушайте, только те случаи, которые попали в СМИ, потому что обычно, вы же понимаете, что с этой темой принести себя на интервью какому-то журналисту довольно проблематично, потому что понимаешь, что в интернете останется навсегда. И вот ты всегда участник вот этой вот гей-истории, и для кого-то это, правда, большой шаг. И многие люди не проходят его. А сейчас, когда При этом Коля Куприч даже не был геем, да? То есть да, к ну нему слушай, же- Коля Куприч, он как бы выступает, как я, насколько я понимаю, другом сообщества, Да. и поэтому он, Да, как бы, абсолютно. он и в момент драки тоже как бы решил не падать в грязь лицом, как-то защитить, значит, оскорбленных. Но это, во-первых, сложно, а во-вторых, когда высечен весь некоммерческий сектор, мы даже я боюсь представить, каких историй мы не знаем. Я помню все попытки гей-прайда в Беларуси. И помню, какое было... Один раз даже разрешили, когда там Эдик Торлецкий шел во главе гей-прайда в фуражке, как Лука, там, в этой генеральской. И это было... Но для чего это было разрешено? Для того, чтобы показать на выборах, что вот для чего оппозиция рвется к власти, да, чтобы вот это устраивать, эти шабаши. Хотя там весь шабаш был, там 50 человек прошли кусочек проспекта, да. То есть, ну, я понимаю, что это то, что разделяет власть, то есть хочется контролировать, а это значит, что мы тебя, и тут тебе и смертная казнь, тут тебе это, а что вы хотите, чтобы они там нас взрывали, убивали, и начинается вся эта катавасия, да, и мы все такие вдруг по окопам нас рассадили, друг против друга, мы только что рядом были, то есть мы все в одном были, а тут вдруг ты нас посадил уже всех отдельно. И вот это, мне кажется, что мы как бы иногда то, что делает власть, мы как-то принимаем на себя, что это мы такие развились. Ну, блин, кто-то на это поработал, то есть, чтобы нам еще таким развиться. Очевидно. Да, Но, вы знаете, тоже есть и хорошая новость. Я, например, очень хорошо помню, как в 2020 году, в августе, в Телеграм-канал, когда еще там дискуссия была не затуманена ботами и вот этими ботофермами, которые очень забивают, очень усложняют путь понимания вообще того, как люди вот массово думают о том или ином событии. да, согласен. В 2020 году в Телеграм-каналах постили фотографии с радужными флагами людей, которые внутри там, значит, протестов там, организовывали Да. ЛГБТ-колонны. Вика Беран там тоже как Да, вот они все. Потом еще приезжала, по-моему, дочка Ефремова в Минск. Да. И я помню, какие страшные комментарии я читал от реальных людей, написанные вот под этими постами. Дискуссия, ну, сейчас мы как бы обсуждаем это гораздо меньше, но
вот чисто по каким-то субъективным ощущениям, мне кажется, что дискурс вот в этом смысле, он как бы сильно оздоровился за эти годы. Я согласен, но понимаешь, и ситуация в мире совсем другая. Ну да. То есть, условно говоря, мы знакомы в Лондоне с людьми, которые проводили первый Stonewall. Вот эти, это первые, это даже были гей-прайды. Это выходило там 20 человек, становилось просто в ряд, подходила полиция, их вбивала в землю, да. То есть это... И сейчас они стоят на том же месте, когда идет гей-прайд, и все просто кланяются им, потому что это люди, которые вот сейчас в своем возрасте, им уже там за 70, они стоят с этими же транспарантами. Это просто круто. Там, это ты думаешь, блин, это люди отстояли свое право, да? Но я смотрю на гей-прайды в том же Лондоне, и, ну, я там был во многих городах на прайдах, в Торонто и в Лондоне. И я скажу, в Лондоне это уже семейный праздник. Это уже открывает армия, флот, полиция, мэр во главе, все банки представлены со своими колоннами, это все семьи идут с детьми, и это уже love pride. Это уже как бы это уже не gay pride, это уже love pride, потому что все уже вместе. И целуются мальчики с мальчиками, девочки с девочками, и мальчики с девочками во всю Ивановскую, да? Пользуясь случаем. Но просто я понимаю, что это смена... Родитель один, родитель два. У нас, кстати, я родитель один, и жена родитель два. И в итоге ты понимаешь, что да, это уже другая схема. То есть уже мне, когда человек говорит, что он гей, как бы, для меня это только означает, что, ну, не буду я его знакомить со своей подружкой какой-то, да, то есть как бы сводить их вместе. Ну, все. Разговор-то идет еще и про, понимаешь, мы сейчас что-то про геев в основном, но разговор-то, блин, про, допустим, тех же другой цвет кожи. Монострана, в которой вообще никакого другого цвета нет, да, как у нас спрашивают, а почему у вас актеры никого нет темнокожих? Я говорю, ну найдите. Ну таки Данго мы не можем разорвать на все трупы, да, то есть как бы, но это так и есть. Вот это почему-то вдруг, почему расизм может развиться в стране, где все белые? Вот он как раз такой, потому что, ну, как бы у тебя нет просто визуального опыта, ты, поэтому... Так мне хочется жить как раз там, где разных, мне Лондон почему нравится, все есть, вот все есть, и это кайф, потому что это разные культуры, это разные, даже твои разные состояния в общении, да, и шутки разные. Так, давай мы накроем, у нас второй гость придет, и будем разбираться. Давай. Ну, собственно, то, о чем ты спрашивал, вот оно. Только у нас третьего не хватает сейчас. Стесняйся, Максим, заходи. Да, Макс, Паршута, заходи. Эффектного появления не будет. А вот, понимаешь, пока вот не позовешь, сам вот не поведешь. Ну, смачно есть. И Давай. будем пробовать говорить на тему, которая на самом деле не очень приятная, но мы будем пытаться найти в ней, попытаемся какие-то приятные вещи. Слушай, ну очень вкусно. Вкусно? Очень. Салат потрясный. Вот видишь, то, что ты спрашивал, а мне уже приятно. Ты сказала мне... Реально охрененно. Николай, а можно нескромный вопрос? Давай. Я, значит, перед тем, как прийти к вам сюда на передачу, открыл нашу Ниву, думаю, дай почитаю интервью Николая Халезина. Даже сделал скриншот. Сейчас какую-то вопрос. гадость.
Вопрос от нашей Нивы. Не гадость. Вы разом з Наталіяй атрымалі ордэн брытанскай імперыі. Я правильно разумею, што вы цяпер рыцар? Николай отвечает: не, просто ўсё гэта мае адносіны да ордэна брытанскай імперыі. Мне цяпер пішуць смешна ў лістах. Михалай Халезін, Эсквайр. Кажу, а яны ведаюць, што ў Эсквайра мама з вёскі Няпрахіна, а тата з вёскі Заўралава. Гэта хутчэй не нам ордэн, а беларусам. Да, так и Николай, у вас есть политические амбиции? Нет, отвяжись от меня с политическими амбициями. Президентские, Я уже может быть, даже, какие-то. я уже даже добился. Это не наш, это народный орден. Нет, это нет, белорусы, нет. вы пытаетесь заработать. Ты не понимаешь, А вот папа у меня, я ж сам из народа, понимаете, вот, Голубинного. Журналистка не так поняла, о чем я. Что мне этот орден ничего не дает. Он дает белорусам. То есть белорус, который говорит все время, что кому мы там нужны. Вот это я устал это так слушать уже, кому мы там нужны. То есть, ну если ты не родил, если ты Я просто когда это не прочитал, умеешь, я уже прям за тебя захотел проголосовать. когда ты получаешь, ты рад, конечно. Но ты потом понимаешь, что, ну вот представь, что мне это дает. Первое. После фамилии везде пишется MBA, да, то есть это аббревиатура, то есть когда официально. Еще меня могут отпевать в соборе Святого Павла. Не, звучит приятно. Да, это очень приятно, особенно будет мне. Да. А есть какая-нибудь рыцарская пенсия? А это не рыцарская, я же не получаю рыцарский статус. Рыцарский статус ты получаешь, когда ты получаешь рыцарский статус. Это последняя Потому что фаза. руками есть, вот очень некрасиво. Да, можно есть рукой, потому что это курица. Это не рыцарский статус, это твое приобщение к ордену, да. Но еще ты можешь там крестить детей, что нам уже, наверное, не грозит, да. То есть тоже в этом соборе Святого Павла. Можешь заказать свой фамильный герб. Ага. Это очень смешно. Хотя да, почему и нет. Да. Но то есть это набор каких-то вещей, которые тебе они ну, то есть ничего. А вот людям, которые, допустим, условно, белорус переехал в другую страну, для него это кайф в том, что он говорит: о, так я же тоже могу. Ну, то есть я тоже могу получить. Что-то мне нужно хуйню. Да, такую же херню меня тоже могут где-то похоронить, да, то есть они оставить в целлофановом мешке у дороги. Какой ты фоп? Блин, не знаю. Мне кажется, разный. Ну, вот какие элементы замечал в себе, какие-нибудь? Опять Пусть же, даже не глобально, а просто какой-то фрагмент. боюсь очень бедности. Кого? Бедности. Презираешь бедных? Боюсь стать бедным. Очень. С возрастом это только будет усугубляться. Я тебе как специалист скажу. Я на самом деле еще из меньшего города, наверное, чем Глеб. Я родился в Верхнедвинске. Там примерно 6 или 7 тысяч человек живет. В целом, мои карьерные пути могли быть или типа сторож на каком-нибудь маслосырзаводе. У нас очень классный маслосырзавод. Реклама Янсародел. Янсародел. Не знаю, как сейчас, но до всех событий даже в Европу поставляли сыры. Вот, там было очень похоже что-то на джугас литовский, но было вкусно. Поэтому и либо охранником на маслосырзаводе, либо как бы спиться. Вот, и все еще кажется, что такие карьерные перспективы реальны в любом состоянии. Везде можно освоить. Да. Но спиваться в Верхнедвинске не так богемно, как в Лондоне, например, мне кажется. У этого есть какой-то шарм. Все работает круглосуточно. В принципе, все очень недорого. Простой пример. Лондон, центр. Подходишь в кафе. Сидят чуваки. Все как один богатого арабского вида. Но все они в трениках, с телефонами. Никто не ест. Все с чаем. И все сидят в телефонах. И ни одного места свободного. И это продолжается часами. И ты такой... А там нет больше никого. Только вот... И ты такой... Чего вы посели здесь? Вот, именно вы, да? И я вот думаю, а если бы они все были, это как в фильме, да? А если бы представить, что они все бедные? То есть у тебя сработает это или не сработает? Да. Я в себе ищу это все время. Где моя вот эта гадость, которая... Такое точно есть. Я точно замечаю в себе, что я боюсь людей из арабских стран базово. Ну, то есть, понятное дело, что я считаю, что все люди равны и так далее. Но все равно этот образ, простите, террористов, который после 9/11 сложился, что все арабы террористы, как казалось, мне кажется, это работает. И когда ты долго на это смотришь, тебе тоже кажется, что
Ну Да, они, наверное, все медиа ужасные работают. люди. Вот это и в Да, кино, и в и- газетах, и в телевидении. Поэтому да, но как бы я разумом я понимаю, что там, не знаю, в Иране и в других странах живут нормальные люди. Не знаю, в Палестине нормальные люди А живут. были какие-то проявления, вот когда ты чувствовал, что проявилось у тебя что-то, что ты прям не хотел бы, чтобы из тебя вылазило? Ладно, у меня, мне кажется, еще есть не особо осознанная русофобия. Русофобия. Ну, У это... меня была история, когда я ехал в Грузии в Казбеге. Казбеге находится на границе с Россией, там Владивосток недалеко. Я смотрел на Google картах, мы ездим на маршрутке в горах, и я понимаю, что мы приближаемся к России. Я понимаю, что мне становится страшно, очень иррационально. Я понимаю, что мы не пересечем границу. Но мне было реально жутковато, что вот рядом у нас какая-то империя зла. Хотя я понимаю, что Россия вся это не империя зла. И там есть хорошие люди, но вот такое точно, это было очень ярко. И мне прям очень тревожно стало. Думаю, сейчас представьте, Есть я русофобия, перееду. про которую Мария Захарова говорит. Есть. Максимум паршута. Да, как минимум во мне есть. Слушайте, извините, буквально напряженный разговор, можно еще один кусочек? Бери, это Вот я уже все съел, вы понимаете, это реально... Это очень вкусно, хорошо. Очень хорошо. Это Ну, очень кружка Спасибо, тоже вкусно. все, спасибо. и этнический, и русский. Как бы на 100%. Да, там, не на Я 100%, русский. нет, там Финляндия, там ДНК, по ДНК, там... Я иду до конца. О, а я делал тоже 23 НГМИ, и у меня тоже очень много в сторону И я России. тебе скажу, что у меня, наверное, даже повыше, чем у тебя, русофобия. То есть градус. Это как раз то, где я в последнее время могу себя не сдерживать. И на это у нас есть некая индульгенция, да, войной вызванная, что я могу себя не сдерживать и совершенно... Когда мне начинают говорить, ты русофобия, я этнический русский, я имею право вас хуй как хотите. Извините, ребята, но Я не вы мне знаю. это право дали. Я сейчас, наверное, выскажу какую-то супер непопулярную точку зрения, но я русофил, у меня такое чувство. Я не знаю, мне нравятся интеллигентные русские. Но как-то нет привычки их демонизировать, это тоже люди, тоже страдающие. Великобритания парламент, да, то есть английский парламент, это такое, типа, правительство назначают. У нас в правительстве теперь 8 женщин. И все такие, а вот, ну, а сколько карликов, сколько цыган, то есть, почему вы вдруг взяли и как будто 300 лет назад выделили женщин, да, то есть как бы, а речь-то идет о равенстве. Это что? Это значит тоже какая-то фобия, да? То есть как бы, мы боимся не заметить, сколько мы женщин, да? То есть как бы это такой феминизм на грани обратной реакции, обратных ударов каких-то. Очень странно все, потому что у меня ощущение, что все проживают какую-то странные игры. Вроде за феминизм мы даже говорим, а сколько женщин такие, а женщины такие. Почему вы не сказали, сколько у нас мужчин? То есть почему? Ну, Сложная ситуация. мне кажется, что прийти к равенству мы можем пройти какой-то этап легкого фокуса на женщин. От мира. То есть, ну, ты же понимаешь, что это Почему хули нет мира? уже вот в этой фазе это уже должно было быть пройдено. Ну, в какой стране? Ну, в Беларуси не пройдено. А в Европе все еще очень много типа, перекосов даже в зарплатах. Не пройдено. Нам, как бы белым мужчинам, как бы кажется, что все хорошо. Нас это в меньшей степени касалось, да. Не сказать, кто бенефициар, да, во всех наших фобиях, потому что пока я вижу, что бенефициар один, да, который говорит, там, виноваты геи, цыгане, евреи, американцы, причем американцы независимо от их вероисповедания, это просто американцы, и так далее, то есть набор. Получается, мы такие, мы хотели бы просто добробыт свой построить. Все-таки нет. У нас же есть кто виноват, да, кто вам это мешает, кто. И опять тоже перечисление. И такое, и это 30 лет. 30 лет перечисления вот этой фигни, как бы, которая... А мы понимаем, что они не виноваты, то есть, что это вообще никакого отношения к нам не имеет. Но все равно это работает. То есть работает на чем? Вот это внушение или что это? Это вбивание всем в голову? Это легкий способ реально найти крайнего, типа легкий способ найти точку приложения агрессии. Например, знаете, это какой-то вечный образ детей, которым жонглируют замечательные политики вообще во всех местах мира, так и образ, там, не знаю, каких-то людей, которые подвергаются дискриминации. Это просто, это хороший такой, как сказать, объединяющий общество клей. Ну, в смысле, как хороший, прочный, но... Кроме тех, кто там перечислен, да? То есть их как-то не склеивают. Я такую штуку понял для себя.
белорусам проще всего, когда ими никто не руководит вообще. То есть вообще, вот никого нет, да, то есть, типа, эти все такие, где начальник? Нету начальника, где? Уже стреляли. Заживем. И начинают свои хутора там отстраивать, что-то агробизнес, бла-бла-бла, понеслось. Вот у меня ощущение, что если бы оставили в покое, то в принципе бы все выстроилось само. И вот это говорить тогда о каких-то фобиях, мне кажется, было бы неуместно, потому что белорусы потенциально им пофигу. Но мне кажется, тут тоже, знаете, вот есть какая-то разница, потому что есть какие-то пассионарии, например, которые точно бы справились в условиях абсолютной свободы и в отсутствии там диктатуры, авторитаризма, но есть, очевидно, там, ну, среди белорусов, как и среди любых других людей, хорошие, например, исполнители. Да. Они хорошие, ну, то есть, и это люди, которым все еще нужна какая-то руководящая такая голова, указывающий палец и все остальное. То есть это it depends. Но, блин, то, что вы описываете, это какие-то идеальные такие тепличные демократические условия, в них очевидно... Получается, что сейчас больше просят ненавидеть тебя, да, поперстно козующий показывает тебе на американцев. Но при этом та же, сегодня Катя Снытина, да, когда Катя в этой же программе сделала камин-аут, то есть она просто, это очень бытово произошло, спокойно. Поэтому для меня какие-то маленькие моменты — это семейные ценности. Сначала накорми жену, потом поешь сам. Не знаю, забота какая-то элементарная. Ни одного отрицательного комментария. И у нее в Инстаграме ни одного отрицательного комментария. И все такие, вот, мы тебя поддерживаем. Ну, кроме Змитера гостя. Он, мне кажется, не очень поддерживает. Змитер. Мне будет очень стыдно. Змитер, прости. Который был на программе? Да. Ну да, у него глаза немножко раскрылись шире в этот момент, но он еще пошутил перед этим. Про сына. Про сына, да, и поэтому, но это была шутка, очевидно, совершенно. Я не хотел бы, чтобы это было как-то приклеилось. Ну, не знаю. Это точно была шутка, но мне кажется, что это отражает его позицию. Потому что, когда он пытался объяснить свою шутку, и потом мы с ним были вместе на другой программе... А была за шутка, простите, я уже что-то... Он сказал, что... Я говорю, вот представь, приходит твой сын и говорит, что папа, я гей, а он пастор как бы. Он говорит, ну я бы переехал его танком. Но он пошутил. Не самая удачная шутка. Слово не воробей, но слово не воробей. Как же этот пастор, замечательно. Бог вас любит. Но он просто не знал, что через... Я бы ему кадилом разок, знаете. Он просто не знал, что через 10 минут Катя скажет, что блинчики с так бы он капустой — это придержал. любимое блюдо моей жены. Короче, мне кажется, что у белорусов все нормально, просто нам нужно меньше рассказывать, как жить, в том смысле, что ограничений каких-то давать. Ну, то есть очевидно, что сейчас сложно быть свободным в плане там, своей ориентации или даже своих каких-то мыслей, потому что есть четкая государственная позиция. Типа, все, что отличается от брака мужчины и женщины, то плохо. Понятно, но это вот это транслирование врагов, да, оно и в этом же. Мы поэтому традиционные ценности хорошо, это плохо. Кто объясняет? Но никто ничего не объясняет. Вот в этом парадокс, что они ведь не объясняют, почему, что хорошо, что плохо. Потому что такое традиционные ценности? Вы знаете, кто принял закон в Англии о гей-браках? Правые. В чем была их мотивация? В чем была их мотивация? Их мотивация в том, что это традиционные ценности. Гей-браки — это традиционные ценности. В смысле, они приняли закон, запрещающий гей-браки? Нет, наоборот. Разрешающий. Это была Мария Миллер, которая является депутат, который является одним из попечителей Белорусского свободного театра. Она за это получила статус дамы, вот то, что рыцарский статус, да? Потому что она этот закон провела. Это говорит о том, что гей-браки относятся к системе семейных ценностей. Потому что это не имеет значения, какие люди, но они выступают за создание семьи. Это на шаг уже, в сознании шаг выше, понимаете? Не то чтобы шаг, это прыжок. Слушайте, ну еще вот, кстати, вот может быть тоже не стоит демонизировать белорусскую точку зрения, что я вот вспоминаю, что была в 2020 году, по-моему, она тогда запустилась, может быть, чуть-чуть раньше, может, в 19-м, но в 20-м она точно проходила, вечеринка, которая называлась «Петушня», ее делал Глеб Коваль. Да, Ковальский. Вот, там со своим шабашем. И это была довольно провокативная вечеринка, типа, которая резко отличалась от других квир-вечеринок, которые проходили в тот момент в Минске. Она была вдохновлена каким-то таким около, там, я не знаю, тоже берлинским, может быть, вайбом,
вайбом, насколько на тот момент мы себе представляли этот берлинский вайб. И было удивительно наблюдать за тем, как бы, вот, вопреки всем, там, я не знаю, предрассудкам и стереотипам, эта вечеринка развивалась реально прямо на глазах. И я помню, что в какой-то из моментов там стали даже танцевать какие-то, вот прям ты выходишь на танцпол и видишь, что там где-то в углу пожилая гетеросексуальная пара мужчин танцует просто какой-то вальс под техномузыку. Ну, то есть никуда не уходит. Такое чувство, что они пришли как будто специально и получают удовольствие. А это было вот в том самом году, когда все еще говорили о том, что, значит, что белорусы нетолерантны. Да, а я тебе скажу, что в 99-2000 году у нас с женой любимым клубом был «Вавилон». Это был гей-клуб, где была лучшая музыка, самые дешевые цены на алкоголь. И было просто кайф. Вот ты приходишь туда, ну вот представьте, что там, например, моя супруга отвела туда однажды жен похищенных и убитых наших политиков, и они там отрывались, и первый раз с момента гибели их близких, они впервые там ощутили себя, вот немножко расслабились, да? Это был момент просто невероятный, то есть, и ты думаешь, блин, вот где тут, и мы представим, вот сейчас мы сидим, там еще друг наш Саша, да, там, и мы вспоминаем тот клуб, такого нету и не было больше. То есть и не было, потому что больше не смогли это создать, потому что все уже... И тогда тоже там сидишь такой, сидит чувак из Министерства финансов, клерк, еще кто-то сидит. То есть и ты понимаешь, а это уже был 2000-й. Это уже как бы не такое простое как бы время, да. Но ты понимаешь, вот это было... А если бы было все разрешено. Это просто... И ты такой, блин, так меня тот клуб устраивал, блин, так вы мне тут навесили какую-то гомофобную историю, и вы мне закрыли, блин, этот клуб. То есть я гетеросексуал, дайте мне мой гей-клуб там. Я же ни в чем не виноват. Я же не враг. Я могу простить для себя гей-клуб, будучи гетеросексуальным, или нет? Вкус счастья. Блин, а у меня, кстати, я вот редко испытываю прям счастье от еды, если честно. У меня как-то... Я счастье, кажется, в других А местах может, беру. это и не еда, может, это какой-то вкус другой. Другой вкус? Беспошлость. У меня даже в голове мыслях не было. Но теперь уже появилось. Может, в детстве был. Так, ну слушайте, вкус счастья — это когда, значит, вас садят на автобус, точнее, в автобус, и вы там вот организованные экскурсии едете в 90-х, там, или даже в нулевых, в Минске Макдональдс. Ой, да. Или когда, знаете, мама едет на сессию в Минск на 3 дня, потом привозит себе холоднющий, блядь, хэппи мил, даже не понять, на что похож. Да. И ты даже не разогреваешь его, жрешь вот в таком виде, в котором он есть, и вот это вкус счастья. Да. Оно. Не могу разделить вашего восторга. Ну что, спасибо, что разделили со мной эти куриные крылья. Тебе спасибо, что, да, Коля, очень так нас вкусно. вкусно Да, накормил. и было интересно с вами Ты поговорить. прям вернул нам, ну, мне, по крайней мере, страсть вот к еде какой-то. Спасибо. Спасибо большое. Мы все разные. Так получилось. У каждого из нас свои увлечения, свои мысли, свои интересы, свои заблуждения. Потому что мы разные. И нет людей, соответствующих какой-то одной норме. Нету. Потому что так создан мир. Мы все разные. И вот это нужно осознать. Потому что в современном мире, если ты не осознал, что люди разные, ну тебе нечего делать. Потому что ты погрязнешь в этих конфликтах и внешних, и во внутренних. У каждого из нас свои увлечения, и у каждого из нас есть свои там ошибки. Но самое главное — научиться эти ошибки признавать. Потому что осознание ошибки приводит к ее исправлению. А ее исправление приводит к построению какой-то нормальной, цивилизованной жизни, к этому самому добробыту. К добробыту, который является для нас, наверное, той общей мыслью, которая может быть у всех нас разных, общей. Это жить в благополучии, жить в комфорте, жить своими какими-то устремлениями и своими реализациями. И если мы все это не осознаем, то мы построим то государство, которое нам понравится. А если нет, ну тогда, ребята,
тогда нет. Но я верю, что да, потому что другого смысла нет, и другого варианта развития событий тоже нет.